Здравствуйте. Большую часть сегодняшней передачи займет обещанный накануне отчет об объезде заместителем главы столичной администрации Игорем Тресковым, Игорем Олейниковым и Василием Захаровым, а также первым заместителем председателя окружного совета депутатов Павлом Петровым некоторых объектов столицы нашей республики. Объезд этот был связан с подготовкой города к своему юбилею. Хочу сразу заметить, что по ходу этого объезда возникали вопросы, которые, как мне кажется, представляют значительный интерес для большого количества горожан. Но вначале рассказ уже по традиции о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Главное событие дня – начало двухдневной рабочей поездки в нашу республику председателя федерального правительства Фродкова. Вторник премьер провел в Нерюнгри. Основная цель визита – ознакомление со строительством трубопроводной системы «Восточная Сибирь, Тихий океан», а также обсуждение перспектив разработки новых угольных месторождений. Премьер успел осмотреть участок строительства нефтепровода в районе Ленска. Что и говорить, а проект действительно грандиозный, ведь, по крайней мере, в масштабах нашей республики, как-никак, 12 тысяч человек предполагается привлечь для строительства этой трубы. Да, а интерес республики в том, что трубопровод позволит максимально задействовать уже имеющиеся месторождения углеводородов и создать мощную нефтедобывающую отрасль. Это вторник, а в среду премьер Фродков проведет в Якутске, и в частности предполагается, что он осмотрит так называемый Табыдинский створ. Это то место, где предполагается строительство железнодорожного автомобильного моста через Лену. В общем-то, достаточно серьезная такая стройка. А поездка, эта экскурсия, скажем так, связана с тем, что уже сразу после этого премьер примет участие в совещании, которое как раз будет обсуждать и транспортные проблемы, и вообще энергетические проблемы нашего региона. Вчера сотрудниками отдела по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке Якутска при проверке одного из оптовых складов на улице Красильникова было обнаружено большое количество поддельной водки. По оперативной информации, она поступала оттуда в магазины столицы республики. В ходе проверки на территории склада было изъято почти 20 тысяч бутылок старорусской и пшеничной. Все они имели явные признаки подделки федеральных марок. Надо сказать, что оперативники, в данном случае не особенно себя и утруждали, ведь в магазинах эта водка продавалась всего по 65 рублей, это невиданная совершенно цена. А оптовая цена была еще ниже. Со склада каждая бутылка шла по 40 рублей 67 копеек. А на владельца уже сейчас собран материал и ведется проверка. И в заключение этой подборки сообщение из зала суда. Алекминский районный суд признал 32-летнюю жительницу одного из сел района Жирохову виновной в смерти ее одномесячной дочери. В состоянии алкогольного опьянения Жирохова легла спать, положив с собой на кровать и младенца. Во сне она задавила девочку. Суд приговорил Жирохову к году лишения свободы. Объезд начался с дома малютки в 202-м микрорайоне. По требованию пожарных его решено перенести, здание продать, а на вырученные деньги начать строительство нового. И сейчас вопрос стоит о том, что здание по противопожарной безопасности не соответствует требованиям. Да? Но мы поработали, на суде выиграли и нам дали время, но все равно этот груз висит у нас. Значит, надо думать о строительстве нового объекта. И, Игорь Борисович, вы протокольно отметьте, вы осенью давали задание, это земельная служба. До сих пор они нам землю не выделили. Хотя земля уже определена за медицинским центром, там где бывший пионер-лагерь, Соколярское шоссе, 5-й километр. То есть в этом году мы можем спланировать только одно – подготовку и проведение инвестиционного конкурса. И уже приступить к строительству за счет средств инвестора на будущий год. Этот пустырь в районе улицы Губина – место, где к августу должно появиться арочное здание спортивного зала. Конструкции зала уже закуплены год назад, теперь их нужно смонтировать. Сколько стоимость строительства? В прошлом году 9 Порядка, 17 миллионов без спортивного оборудования. В прошлом году 9 миллионов мы истратили. На что? Канские конструкции купили, это все снесли, это переходящий объект. Это переходящий объект. То есть остаток у нас 8 составляет 8. Чисто на то, чтобы собрать и сделать, да? Собрать, сделать все это, и забор поставить, все 8. И они у нас все в бюджете есть? Да. 7 935. Так, у нас не хватает на оборудование, на спортивное. Сегодня спецификацию принесли, мы в понедельник отработаем. Сколько? Помните, 1,5 миллиона, как говорила?
Ну, с программы «Подросток» еще посмотрим. А по срокам как это все? В августе? В сентябре, в августе. А насколько это выполнимо? Реально. 1 августа. Прораб что скажет? Все-таки успеете вы это? Как быстро вы успеете это все сделать? Ну, в принципе, каркас собирается довольно-таки быстро. 1,5-2 месяца это на сборку каркаса уйдет. Хорошо. Значит, 1,5 миллиона рублей. Как нехватка отмечаем и будем эту тему обсуждать по приезду. Следующим пунктом осмотра стал долгострой здания поликлиники в рабочем городке. 220 миллионов рублей. Сметная стоимость вместе с оборудованием. Оборудование в этих сумме составляет 40 миллионов рублей. Сейчас даже ваш этот главный врач уже 45 говорит миллионов рублей, да? 45 даже. Ну мы 40 говорим. Сколько отфинансировано за последние годы? Отфинансировано за последние годы 30 миллионов рублей. То есть надо еще 110. 140 миллионов рублей. Да. 140, да, 140. Вот достроить ее нужно 140 миллионов рублей. А чтобы коробку? Чтобы коробку закончить и крышу сделать, нужно 25 миллионов рублей. Если деньги есть, все есть, в чем мы стоим? Кого ждем? Сейчас начнется. Почему республика строит, а мы нет? Ждем тепла. Как республика строит? Ну республика строит же свои объекты, а мы ждем тепла стоим. Мы тоже строим свои. Ну где вот, где? Вон там снег даже еще внутри. Вот объем-то небольшой. Ну как небольшой, 40 миллионов. Это огромный объем. Огромный объем. Ничего не делается. До холодов закрыть-то. Неправильный подход абсолютно. Ну как, это вот юбилейный объект у нас вот обозначен официально. И здесь ничего не делается. Предоставьте в понедельник план-график проведения работ. Что будете делать, чего будете делать, когда будете делать. Кстати, вот этот дом, там одна семья живет. Стоимость расселения 1 миллион рублей. Это проработано. 6 миллионов. Она входит, да, 6 миллионов входит, да? Там осталась всего одна квартира. Почему говорите 6 миллионов рублей? Тема жилья возникла и при переезде на следующий объект. Жителям вот этих 9 деревянных домов по улице Дзержинского в этом юбилейном году повезло. Больше 100 миллионов рублей выделено на их переселение. Ну, надо сказать, что тема жилья стала главной на этом объезде. Напомню, что муниципальная программа «Минимум» предусматривает строительство 350 квартир. Это в 2 с лишним раза больше, чем год назад. Все эти квартиры будут появляться в 16-м квартале. Здесь ведется строительство 5 жилых домов. Ну, правда, к юбилею города будет заселен только один из них. Остальные к новому 2008 году. А это уже Марха, здание бывшего торгового центра «Факел». Власти республики первоначально планировали разместить в нем патологоанатомический центр, или, попросту говоря, морг. Этому бурно воспротивились жители. Морг теперь решено разместить в старом здании отделения хирургии городской клинической больницы, а в «Факеле» – Мархинскую больницу. Еще один мархинский объект – средняя школа. Что школа строится, да? Тепло с осени запущено. Остаточная, значит, вся полная сметная стоимость 110 миллионов, да. 74 миллиона остаточная сметная стоимость на 1 января текущего года. Это то, что еще предстоит вложить. Да, то, что, да, 74. Значит, она из чего складывается у нас? 10 наших миллионов в нашем бюджете, 47 400 указ президента. Значит, это самое... Он уже есть. Есть уже, да. Но ждем финансирования. Договор уже подписано. Так, 57, хорошо. Так, 57. И 20-ку мы считаем с этих со столичных функций. Вот как раз все это сделано. Это все у нас складывается, да? То есть она складывает все полностью монтаж, начинка, технология, учебное оборудование. Все. Ну и по графику окончания работ что у вас производится? Ну, по графику мы в август месяце где-то на 15-20. Но что касается Мархинской школы, то столичным властям предстоит решить еще одну проблему. Дело в том, что в микрорайоне здесь, в общем-то, недостаточно учеников для того, чтобы школа стала полной. Проблему эту предстоит решать с Министерством образования нашей республики. На сегодня все, а завтра смотрите в Экси. Победительница конкурса «Бабушка Туймады-2007» Галина Габышева из Хатас. Души, чтобы детям было хорошо. Там, знаете,
У меня душа танцует. Ну что же, встретимся теперь только в среду. До свидания.